что первый, кто присваивает любой опыт, это личность. Она сразу: о, у меня было то. Сразу якорщик вскакивает. Вот когда этот якорщик исчезает с последним опытом, да, вот ты идешь, это не я, 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 медитациями, там, практиками, чем угодно, отсечением, погружением, не знаю, любыми средствами. И потом раз, вот когда не появляется никакой интенции об этом сказать, вот оно и остается то, что должно остаться. И тогда наступает вот то, о чем мы говорим, внутренняя тишина. Но она уже не принадлежит тебе как личности. Она просто открывается то, что всегда было, просто сокрыто твоими желаниями, мыслями, хотелками, этими смыслами. То есть было сокрыто просто мыслями. По факту просто мыслями. Ну, желания-то никуда не уходят. Ты же все равно... Просто, знаешь, почему у меня идет несостыковка такая картинка? Потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что внутренняя тишина, что ничего, как бы ты выходишь за рамки, что ничего как бы не нужно, и так далее, и так далее. Просто, когда ты к этому приходишь, в моем понимании, тебе вообще, в принципе, уже ничего не нужно. Тебе не нужно, я не знаю, отношения, семья, дети, работа. То есть вот эти вот все привязки, о которых ты говоришь, это все не нужно. Ну, потому что ты выходишь за рамки этого всего, да? Ты выходишь за рамки того, что ты тело, или за рамки того, что ты личность. Опять я потеряла свой вопрос. Видишь, как ум начинает, да, с одну идею, потом другая, и ты все потерял. Вот, просто я не понимаю, почему нужно отказываться, грубо говоря, от того опыта, который был, потому что благодаря же этому опыту ты приходишь к этой внутренней тишине, используя там, не знаю, разные инструменты. Ты используешь йогу, там, не знаю, кто-то использует випассану, я использую свое понимание. Почему у тебя возникло просто, что надо отказаться от какого-то опыта? Потому что ты только что до этого сказала, то, что когда ты выходишь за рамки я, ты перестаешь присваивать себе опыт, и ты как бы отметаешь вот этот опыт. Это не я, это не я, это не я, и тогда ты приходишь к этому меня. Это механизм самоисследования называется. Это механизм самоисследования. Когда ты хочешь обрести, понять, что я это не тело, ты начинаешь исследовать, что такое я. Вот ты говоришь, я, допустим, вот я это. И вот ты ищешь, где это я в этом. Есть я там или нет. Потом, может быть, ты думаешь, что это мысли, и ты отметаешь мысли. Или ты, может быть, думаешь, что это эмоции. Ты начинаешь смотреть, где ты там в этом есть. И понимаешь, что там нет. Все, это отметается. То есть ты как бы ищешь вот это вот чистое я. Чисто, в чистом виде. Это реально? Ты знаешь, найти его нереально. Но как ты это поймешь? Вот то, что я сейчас скажу. Я не знаю. Вот это надо сделать. Вот если ты эту фразу поймешь, что найти его нереально, вот когда ты ее поймешь, у тебя вопросов просто не будет. Вот сейчас она может поняться, как зачем тогда это искать, если я не могу найти, да, на уровне ума. Но когда ты начнешь искать, ты поймешь, что это нельзя найти. Это и есть я. Ну вот такая просто как подсказка. Ты можешь найти только то, что не есть ты, потому что ты ищущий. Есть тот, кто ищет, а есть что ищется. То, что, да, как субъект-объект. И вот таким образом ты, ага, я нашел это, может быть, это я. То есть я остался, а есть то, что нашлось. Значит, это не я. Если ты говоришь, я тело, но ты же на тело смотришь. Ты, если был бы телом, ты бы всем этим телом, вот им бы презентовался. Как вот, даже это очень элементарно. Ты на него смотришь. Ты его изучаешь, он для тебя как объект тела. Я не совсем понимаю вообще про тело. Ты много об этом говоришь. Почему-то казалось, что все, что мы говорим, это больше про культ, да, про какие-то... Это когда ты выходишь за пределы тела. Потому что тело это всего лишь оболочка, по сути дела. Мы говорим обо всем, о чем человек привык себя считать. Первое, что он себя считает, это тело. Первое, что ему указали. Вот это ты. Все. Да. Потом ты смотришь, где я. Здесь. Есть я тут.
что там, где я там сижу. Ты же про тело говоришь как о постороннем объекте все время. Ты все время как бы смотришь на него как на объект. На мысли также ты смотришь как на объект. Ты же смотришь, ты же видишь мысли свои. Кого вижу? Мысли свои видишь? Вот ты сейчас вот смотри, ищешь. Наверное. Ну как, ты раз, ты же видишь мысли, они приходят, ты же их как-то воспроизводишь, ты их видишь. Ну, наверное. Ты говоришь, моя мысль там, или я думаю. То есть Ну, ты... я об этом вообще не задумываюсь, потому что это моя мысль, я об этом думаю. У меня приходит что-то, я говорю. У меня есть кто-то. Говорить, я говорю. А кто говорит? Не говорится, не говорю. Вот ты говоришь, я говорю. А кто говорит? Ты говоришь? Ну, мой ум говорит. Ум говорит еще лучше. А ты кто в этом? Наблюдающий. Наблюдающий что? Жизнь. Какую жизнь? Так можно бесконечно, конечно, Так и задавать нужно. вопросы. Так и нужно. Потому что ум бесконечно настроил о себе бесконечность. И чтобы прийти к чистому, чистейшему, вот эту бесконечность надо ее разобрать, как этот узор завязанный. Только так. Но если мы говорим о том, о чем мы хотели поговорить. А что это дает? Кому? По итогу? О, видишь, Ну, мне, что это мне даст по итогу? кому тебе? Телу? Ну, личности, наверное. Моему уму. Он же как бы всем тут заведует. Мысли-то он. Да и личности это ничего не даст. Личность, наоборот, здесь все потеряет. Потому что ты поймешь, что личности и не существует. Ее нет. Ты ее сам себе придумал, и пока ты веришь, что она есть, она для тебя существует. Когда ты понимаешь, что ее нет, тогда вообще вопрос о личности исчезает.